Сегодня мы говорим об осетинской литературе, и для меня большая честь представить нашего первого гостя. Это Ирлан Хугаев, талантливый писатель, знаток осетинской литературы и доктор филологических наук. Ирлан, спасибо вам, что пришли. Спасибо, Мадина, за приглашение. В своей работе о зарождении осетинской литературы вы говорили о том, что осетинская литература относится к большой европейской традиции. Что в осетинской литературе европейского и что в таком случае неевропейского? Хороший вопрос. Идея и идеология, и эстетика литературы, она сугубо национальная. Проблематика, которую поднимает литература, тоже сугубо национальная. Образы, типы, характеры тоже в преобладании, в большинстве своем, тоже национальные. Вот. А что касается формальных характеристик, они тяготеют к европейским образцам. С точки зрения формы это больше европейский канон. С точки зрения содержания это сугубо национальное. Сугубо национальное. Вы выдвинули тезис о том, что осетинская литература есть как осетиноязычная, так и русскоязычная. Какие осетинские произведения, написанные на русском языке, мы все-таки относим к осетинской литературе? Ну, это вопрос очень большой, его, как видите, хватило уже не на одну диссертацию. Он поднимается в таких научных статьях более-менее регулярно. Да, есть осетинская литература как таковая, вот, но внутри этой осетинской литературы существует несколько языковых традиций. Вот. Не только русскоязычная осетинская литература есть, но есть предшествовавшая ей грузиноязычная осетинская литература. Вот. Что позволяет нам относить к осетинской литературе и к осетинской культуре русскоязычный текст? Безусловно, его содержание. А русский язык является в литературе, и вообще язык в литературе выступает атрибутом формы. Конечно, он несет содержание, но с точки зрения идейного содержания и пафоса, которые являются главными концептами литературными, с точки зрения содержания и мысли, язык все-таки средство. Поэтому язык не является исключительным критерием для определения национальной принадлежности литературы. Только его содержание, только его внутренняя психология, только его эстетика, только та красота, которая выражена в этом произведении. И красота по-осетински может быть выражена на русском языке. Потом ведь Коста писал на русском языке, и Налкануков писал на русском языке. Разве, ну, Коста, ладно, Коста особый случай, он писал еще и на осетинском. Да, ну а Инава, неужели мы можем его оттолкнуть только потому, что он на осетинском ни слова не написал? Конечно, нет. Но он-то владел осетинским языком. И этот осетинский язык каким-то образом спрятан и просвечивает его в русскоязычном тексте. Просто это задача литературоведа в этом разобраться и показать, как это работает. Ведь это очевидно, что это не русская литература. Ну, абсолютно очевидно. Или возьмем, допустим, Дзахо Гатуева. Самый яркий пример осетинского русскоязычия литературного. Там, если вы будете читать, вы увидите, что там вот этот дух кавказский, осетинский субстрат через русский язык явлен, ну как нигде больше, в других текстах. Это был такой апогей. Дзахо Гатуева в 1938 году расстреляли, и после этого, после того, как он ушел, совершенно другие тенденции начались в развитии русскоязычной осетинской литературы. Вот. Ну, это специальный отдельный разговор. Дзахо был апогеем этой литературной традиции. Вот. Если русскоязычная литература не является осетинской литературой, как мы можем трактовать творчество Коста? Можем ли мы
тогда мы вынуждены говорить либо, что он является одновременно и русским, и осетинским поэтом, И разделять его творчество. да, либо придумывать еще какие-то комбинации мудреные. Вот. Нет, конечно. Ирлан, скажите, вот в наш век такой сильной информационной нагрузки, иногда достаточно агрессивной, почему все-таки важно читать, и в частности, почему важно читать родную литературу? Родную литературу важно читать, потому что это голос крови, это голос наших предков, который до нас дошел. Вот. Чтение вообще необходимо сегодня как форма медитации. Я это неоднократно говорил уже, ну и здесь тоже повторю. Вот. Ведь чтение предполагает сосредоточенность на мельчайшей точке, на букве, да? Полную сосредоточенность, полное как бы забвение того, что происходит на периферии. Это прекрасный вид отдыха. Это и гармонизирует, и развивает. Вот. Ну, а родную литературу вдвойне полезно и приятно читать, особенно когда она литература высокого уровня, естественно. Мы и сами себя узнаем, и о своем народе мы узнаем через литературу. Писатель ведь сам по себе как бы ничего не творит. Да, это его индивидуальное художественное творчество, но чтобы он действительно создавал что-то ценное для своего народа, он должен стоять на плечах народа. Он должен освоить весь опыт, который народ прошел, в том числе опыт художественного творчества. Даже в том случае, если он пишет абсолютно современную вещь? Абсолютно современную вещь. Если эта абсолютно современная вещь не питается соками, какими-то невидимыми нитями, не связана с родной почвой, то я не думаю, что это вообще литература. Литература является таковой, национальная литература в строгом смысле является таковой благодаря тому, что у нее есть корни, уходящие в тьму веков. Вот. Поэтому литературу я представляю в виде дерева, но ведь нельзя же представить литературу в виде перекати поля. Вне корневой системы литературы не существует как дерево. И отсюда мы говорим о том, что у литературы, как у дерева, есть ветви. Есть вот такая коротенькая грузиноязычная ветвь, опаленная пожарами предательскими. А есть вот такая русскоязычная ветвь, которая возникла раньше, чем, собственно, осетиноязычная. На русском языке осетины писать начали раньше, чем на осетинском. Осетинской печати еще не было. Это только одна из причин, и то она как бы совсем не главная. А какая главная? А главное то, что первые осетинские литераторы, просветители должны были заявить о своем народе в семье просвещенных европейских держав. То есть они не для своих больше писали, а для других, по сути. Первые, во всяком случае, русскоязычные тексты, безусловно, написаны для внешнего читателя. Они давали образ Осетии, образ осетина и делали как бы рекомендацию. Презентационную функцию, да? Совершенно верно. Вот. Какова здесь вот механика этого литературного творчества и процесса? Писатель питается духом и ноосферой, которая создается его народом родным. Он создает образы, сюжеты, предлагает формулировки идей, и они снова возвращаются в народ. Это обмен веществ, который необходим для жизни народа. Через народ писатель поднимается выше, благодаря писателю народ поднимается выше. И так, шаг за шагом, благодаря друг другу, они поднимаются все выше и выше. Какая интересная аналогия. Коста не мог бы без других осетин, которые до него ведь никто не мог писать так, как он.
Но Коста не мог без осетинского народа что-нибудь написать. Не мог, потому что он писал как осетин. Правильно? Он поднялся и написал. И народ сказал: Коста великий. И сам народ через это стал выше. Мемуары Мусы Кундухова. Историко-биографические мемуары, которые, тем не менее, обладают художественной ценностью и которые, тем не менее, вы относите к литературе, по крайней мере, к ее зарождению. Муса Кундухов был осетин. И факт, что эти мемуары принадлежат именно его перу. Вот. Очевидно, они были написаны в 70-е годы и представляют собой они первое произведение осетинской русскоязычной литературы такого крупного довольно жанра. Вот. В то время как Муса Кундухов писал эти свои мемуары, наши осетинские писатели, которые жили здесь, в Осетии, они создавали только первые свои поэтические опыты, как Фика Гадиев, и какие-то вот этнографические статьи, заметки и очерки. А вот Муса уже такой явил образец литературный. Вот. Ну, здесь есть проблема. Она заключается в том, что этот текст не был известен ни в России долгое время, ни тем более в Осетии. Поэтому на осетинский литературный процесс это произведение не могло повлиять объективно. Но, тем не менее, сбрасывать его со счетов и выводить его за скобки литературного процесса и литературной истории Осетии было бы неверно. Его надо помещать именно и рассматривать его как явление вот, нарождающейся осетинской литературы. Что нам эти мемуары могут сказать о личности Мусы Кундухова? Все-таки эта фигура в истории очень неоднозначная. И что можно понять вот из этих мемуаров, насколько он искренен был в них? Ну вот по своим ощущениям я могу так сказать, что его формулировки, его определение понятий чести, достоинства, его оценки горцев вообще, осетин в частности, и его оценки видных деятелей русской армии, генералов, которых он непосредственно знал. Все это не оставляет никаких сомнений, что это был человек очень глубокий и талантливый именно в литературном отношении. Потому что образы и характеристики, которые он дает своим персонажам, они очень яркие, выразительные, убедительные. И когда я занимался этой проблематикой, я видел, что его оценки совпадают с оценками других уважаемых крупных деятелей. Думаю, что он был искренний, хотя, конечно, на нем вот лежит вот эта вот печать нелицеприятная, связанная с историей мухаджирства, горского, осетинского, чеченского и других вопросов. Его служба турецкому султану. Вот. Ну, все эти вопросы, они к литературному наследию его не имеют прямого отношения. Я не могу судить о его политических пристрастиях и убеждениях. Но литератор, он, безусловно, очень талантливый. Муса, конечно, неоднозначная личность. Там есть яркие эпизоды в его мемуарах, как он убил там на глазах у своих сослуживцев, русских генералов, одного старшину одного из горных обществ. При этом он вот, оставался русским офицером, которого тоже очень уважали. В мемуарах есть достаточно интересные формулировки относительно власти и чиновничества на Кавказе, где Муса Кундухов пишет о том, что многие чиновники, для них кавказская миссия была лишь способом завоевания славы, орденов, ложных каких-то амбиций, где он также пишет очень интересную фразу о каком-то кавказском чиновнике, о том, что он от своего отстал, к русскому не пристал, и при этом думал только о том, как сделать лучше себе, минуя интересы своего народа. И мне они напомнили
как ни странно, современные реалии прям очень откликнулись. Как вы думаете, многое ли изменилось с тех пор? Потому что, по-моему, очень похоже и на то, что сегодня. Очень похоже, да. Вообще не только на современность, но и на наше прошлое похоже. А мне, в частности, вот этот эпизод напомнил еще и произведение основоположника астинской драматургии Баздукова-Бритаева «Варашизал». Там этот предмет специально рассмотрен в этой небольшой пьеске. Вот. О человеке, который к чужим пристал и ими не стал, и от своего отстал, вот, как-то завис в таком пограничном состоянии. И это не сделало его лучше в человеческом отношении, совершенно. Конечно, он утратил, наоборот, он утратил даже не то, что национальный как бы облик, а человеческий облик утратил. Вот с национальным обликом утрачивается не национальный облик, а человеческий облик. Такова вообще гуманистическая позиция по этому вопросу. Я ее полностью разделяю. Ну, не может быть творчество вне национальных корней, если оно как-то не связано. Я вот возвращаюсь, я об этом уже говорил. Вот мое глубокое убеждение. Ну как же, допустим, если мы говорим не о творческом человеке, а об обычном человеке. Уехал, забыл все, ну, человек хороший все равно. Нет, это безусловно. Безусловно, но мы же говорим о творчестве, когда мы говорим. Наверное, любые поступки человека так или иначе обусловлены его кровью, в том числе, его воспитанием, культурой, в которой он воспитывался. Любые самые обыкновенные, обыденные привычки, поступки и все остальное. Но они ведь не могут для нас быть предметом как бы обсуждения, потому что эти поступки не становятся в строгом смысле наследием каким-то, чтобы мы его рассматривали. Вот. А когда человек поднимается уже на уровень творческих поступков, вот там это вопросы уже возникают со всей серьезностью. И вот это тоже, наверное, отдельный особый разговор, но это можно было бы показать, в принципе. А сейчас я могу так теоретически обобщить, не давая никаких примеров. Ведь в современной литературе очень много вот тех перекати поле писателей, о которых я уже употребил вот этот образ. Очень много бульварной, совершенно пустой, любовной, приключенческой литературы, которая нам претит, нашим вкусом претит, именно потому, что она уже ни в какой мере не национальна. Это просто какие-то такие вольные экзерсисы испорченного как бы сознания, где там эти тексты могут быть изощренными с точки зрения литературы, они могут быть изощренными, они могут быть ловкими, они даже могут показаться изысканными, но это неправда все равно. Вот. И здесь тоже литературоведы должны, и критики должны давать экспертную, профессиональную оценку. То есть, чтобы не быть вот такими перекати поле, прежде всего молодым писателям нужно читать. Да? Если они хотят русскую литературу, абсолютно, или они хотят осетинскую, тоже. Да? Инал Кануков «Кровный стол». Одно из первых осетинских произведений о кровной мести, о мотиве, который проходит через всю осетинскую литературу. В нем, как я понимаю, Кануков говорит о том, что иногда, не будучи кровожадным, горец все равно вынужден совершать кровную месть и не идти на примирение только потому, что его как бы сковывает адат, общественное мнение. И как уже человек, который достаточно придерживается просветительских каких-то идеалов, он говорит о том, что закон можно совмещать с традициями. В то же время этого же периода публицистические статьи Коста говорят о том, что вмешательство российского закона вот в эти вопросы кровной мести, оно
скорее пагубно сказалось и привело лишь к тому, что кровная месть не прекратила свое существование, а начала исполняться какими-то изощренными способами. Получается, что вот эти адаты и закон, они все-таки вступали в конфликт, в котором должно было выжить что-то одно. Ну, наверное, так, да. И это одна из проблем осетинской литературы, я имею в виду один из вопросов проблематики осетинской литературы, во всяком случае, XIX и начало XX века. Да, поскольку ведь произошло огосударствление Осетии в рамках российского государства. Вот, поэтому для адатов, таких, которые ярко, очевидно вступают в противоречие с законами, там, с уложениями разного рода, они были обречены уже. Вот. Здесь возникали, конечно, разного рода коллизии, они давали повод к созданию литературных произведений. Вот. «Кровный стол Канукова» — это этнографический очерк, насколько я помню, всего лишь анализ этого феномена и описание его. Конечно, кровная месть, она ни один обычай не удержится в народе, если он не имеет смысла. Это просто закон диалектический. Все обычаи имеют какой-то смысл, и Коста всегда пытался рационально их объяснять. Правда ведь? С кровной местью та же история. На кровную месть не надо смотреть как сугубо, как на беспредел, на дикость. Ведь Коста как говорит, прежде чем оплакивать убитого, осетины оплакивают убийцу. Вот. Угроза кровной мести очень много сохранила жизней. Очевидно, такова была реальность, потому что человек, который знает, что своим убийством он подвергнет весь свой род опасности, его останавливал. Это было не один раз. Ну а когда это случалось, то это имело такие тяжелые, кровавые последствия. Так оно и работало. Ну, то есть в обществе, где человеческая жизнь не значит ничего, прежде всего даже для самого человека, Конечно. Прежде чем совершить какое-то преступление, он подумает не о себе, а о том, что последствия грянут для его семьи и для его рода. Конечно. Таким образом, кровная месть на самом деле поднимала цену человеческой жизни, но никак не опускала ее. Ну да, и получается этот переходный период, когда пришла Россия, вот эта война этих двух механизмов было, конечно, родила да. какие-то изощренные формы. Да? Сложности были, но они у нас кровная месть и до сих пор как бы она существует в каких-то формах, в каком-то виде она есть и у других народов Кавказа. Начиная разговор о Коста, хочется прежде всего спросить, очевидную абсолютно вещь, но все-таки требующую, наверное, какого-то ответа. Почему именно Коста мы как бы считаем, можно сказать, солнцем осетинской литературы? Ведь писали до него, и самое главное, писали во время него, и очень много писали. Но главной фигурой осетинской литературы все-таки стал Коста. Да, ну, во-первых, наверное, так устроено, что-то в общественном сознании так устроено, что оно всегда выбирает одного кумира из многих. Вот. Если мы посмотрим на литературы других народов, то мы увидим примерно то же самое. Везде как бы святитель, главный святитель литературный бывает как бы один. Ну, у русских это Пушкин, у англичан, у немцев, мы все знаем этих светил. Вот. У нас Коста. Но и объективные предпосылки тоже к этому были. Коста был первым, кто
кто написал такого уровня произведения на астинском языке. Это уровень высокий. Уровень настолько высокий, что я о нем судить не берусь, поскольку я не владею в достаточной мере астинским языком. Вот насколько высокий уровень. Второе, то, что он был первым билингвом в осетинской литературе. До него ни один из писателей не писал сразу на двух языках. Таким образом, Коста свою историческую миссию, которая на него была возложена как на поэта, литератора, художника, исполнял гораздо более продуктивно, чем те, которые писали либо только на русском, либо только на астинском языке. Коста в этой полноте языковой выразился ярче других тоже. Вот. Ну и, наконец, то, что Коста дал сразу прецеденты во многих жанрах и родах литературных. Он дал образец лирического стихотворения, образец баллады, образец поэмы, образец рассказа, образец пьесы. Я уже не говорю о публицистических статьях и эпистолярном жанре, очень богатом у Коста. Вот. Ну и потом, наконец, самое главное, что делает Коста, это то, что никто никогда так не болел и не страдал за родной народ, как Коста. Вот Герцен говорил, что при начале любой литературы в ней звучат всегда грусть, скептицизм и ирония. При рождении литературы. Вот это главные ее струны, говорит Герцен. И он это показывает на примере русской литературы. Вот у осетин примерно то же самое. Ну, я говорю так, что литература, как человеческое дитя, оно тоже не может не плакать при своем рождении. И мы видим Коста, который просто рыдает. Вы знаете, всегда мне было интересно, почему Костаев страдает так сильно. У него каждое произведение — это печаль, страдание, грусть, боль. И вот вы сейчас, получается, ответили на этот вопрос. Экзистенциально он был достаточно одинокий человек, я так его представляю себе. И в семейном плане он был одинок, и экзистенциально, поэтому он мог позволить себе роскошь такого страдания и такого плача. Ну, наверное, для писателя это важно, да, все-таки вот эти экзистенциальные вопросы чувствовать и замечать. Конечно, это да. делает, придает, да, какую-то Да. гениальность. Ну вот и заметьте, кстати говоря, вот к слову сейчас пришлось, вот на русском языке то, что Коста написал, мы там не видим такого плача. Вот. Несколько иного рода его литературное творчество на русском языке. И стихи его не столь минорные. Поэма «Фатима», мне кажется, одна из самых любимых и популярных среди осетин поэм. Вот почему именно эта поэма так дорога осетинскому сердцу из нескольких поэм Коста? Она самая богатая в сюжетном плане, богатая образами, богатая конфликтами разного уровня. Вы писали о том, что Фатима стоит перед выбором Джамбулат или Ибрагим, да? И этот выбор, по сути, означает не выбор между мужчинами, а выбор между старой традицией, да? и Да. чем-то новым. Да. И этот выбор означает не только выбор Фатимы, но и выбор самого Коста, потому что в итоге она выбирает Видите, новое. как я интересно написал. Да. Полностью согласен. С собой. Да, пожалуй, так, действительно. Они полярные противоположности, Ибрагим и Джамбулат. Но Фатима все-таки сомневается. Фатима даже не сомневается, а насколько я помню, я не помню, насколько четко я там эту мысль провел в этой книге. Но во всяком случае сейчас я думаю, что Фатима на самом деле любит Джамбулата по-прежнему. Наверное, я это писал тогда уже. Фатима любит Джамбулата по-прежнему.
она верна своему долгу, оставаясь с Ибрагимом. Она верна своему долгу, верна любви к сыну. Она Джамбулата любит, но она выше любви, потому что верность выше любви. Вот мысль Коста. И потом идеалы и образ Ибрагима, конечно, нам симпатичнее. Любовь и труд, идеалы Коста, они в полной мере в Ибрагиме выразились. Любовь, труд, творчество. А Джамбулат, конечно, его антипод во всех смыслах. И вот в этом смысле он олицетворяет ветхозаветную Осетию, жестокую, времен Особа, жестокую, самовлюбленную где-то. А Ибрагим — человек нового времени, это герой демократический. Вы еще также писали, что Фатима здесь похожа на Осетию, которая тоже стоит на перепутье. Фатима, безусловно, может быть рассмотрена как символ, как образ, олицетворяющий Осетию, да, на этом вот, в момент бифуркации, где на распутье. Ну да, и Коста выбирал новое. Да, да. Хотя, как мы уже поняли, был за консервативные идеалы. Больше того, он писал в своих статьях о том, что нормы европейской жизни не подходят, они сделали нас немного другими, они нас развратили. Вот раньше осетины, которые не знали еще русских, они были намного честнее, намного добропорядочнее, намного спокойнее и счастливее. Это именно Хитагурово слово. В своей поэме «Сей человек» Коста поднимает евангельскую тему и рассказывает о последнем дне Христа. И в советской критике это произведение считали революционным, а Коста часто называли атеистом. Хотя, конечно же, вопрос очень неоднозначный. Вот как вы думаете, почему Коста обращается к этой теме, и все-таки какая была его религиозность? Это серьезный вопрос современной филологии осетинской и, в частности, хитагуроведения. Сейчас есть такая тенденция усиливать его религиозные настроения, преувеличивать его набожность. Вот. Я и в приватных беседах, и в своих статьях все-таки утверждаю, что Коста был религиозен почти так же, как мы с вами сегодня. Его религиозность ничем не отличалась от религиозности абсолютного большинства современных ему осетин. Он не мог быть убежденным православным христианином. То есть он был православный настолько, насколько на тот момент позволял ему статус горца. И позволял, и насколько он объективно был в основном у горцев наших, у осетин. Вот у него и в письмах, и в каких-то статьях есть отзывы об афонских монастырях, старцах. Он их очень сильно ругает. Он даже грозился сжечь их. Ну так, в сердцах, конечно, это сказанное слово. Вот. Но тем не менее это выказывает его отношение. И тем не менее некоторые исследователи сегодня пишут о его православности, значит, набожности. Это не обязательно пишут православные священники. Вот. Есть вполне светские ученые. Вот. Мне кажется, что это ни к чему. Вот. Очевидно, что Коста, когда он сидел за осетинским столом, он произносил осетинские толстые молитвы и молился осетинским богам.
Вот такова была его, я думаю, религиозность. Ну а христианство как государственная религия, он безусловно понимал ее значение. Но у него вообще была любовь к образу Христа со всеми его возможными литературными достоинствами, художественными возможностями. Поэтому он так часто к нему обращается и в стихотворениях, и, наконец, вот в поэме этот образ воплощает. Да, я понял, к чему вы клоните. Наверное, да, он понимал Христа как отчасти как революционную фигуру для своего времени. И трактовки советского литературоведения именно на этом прочтении построены. Это, безусловно, имеет основание. Безусловно. Но при этом вы пишете, что если для Блока в поэме 12 фигура Христа — это символ революции, безусловно, то для Куста все-таки Христос в поэме — это Христос. Согласен. Я думаю, что да. Здесь же нет такой глубокой интерпретации, как в поэме Блока 12. Образ Христа у Блока — это не канонический образ в белом венчике из роз. Там он идет впереди. Но это совсем не то. Это не евангельский образ, сюжет не евангельский. Это интерпретация в связи с определенными художественными задачами. Для Куста важен был именно моральный аспект дела, предательство, самопожертвование, стойкость, муки, одиночество, опять-таки, одиночество. Христос один, совершенно. Эпизоды из времени бунта в Осетии 1806 года Георгия Цеголова. В этом произведении Цеголов обращается к осетинскому прошлому. И, как понятно из самого произведения, ностальгирует по нему. При этом сам он революционер, и очевидно, что в своих убеждениях смотрит вперед. И как вот соотносится у осетинских писателей вот это желание идти вперед при ностальгии о прошлом? Я думаю, что это как бы две стороны одной и той же медали, можно, наверное, сказать. Потому что в плане человеческой психики и мировосприятия это не раздельные вещи. Устремленность в будущее и желание понять прошлое. Желание понять прошлое, желание понять будущее и сделать свое будущее. По-моему, это совершенно взаимозависимые вещи. Что делает Цеголова ценным для осетинской литературы, он, как человек демократических убеждений и пристрастий, выразил революционную идеологию одним из первых в осетинской литературе. И, в частности, даже новая терминология и революционный и буржуазный сленг входят в ткань произведений, так же, как и у Туганова, кстати, его современника. Вот. Еще к этому следует добавить, что Туганов и Цеголов, как вот я их вижу как работающих в паре, как бы, хотя это не значит, что они имели какой-то контакт, но друг о друге, безусловно, слышали, и их надо рассматривать вот как явление такое синхронное в осетинской литературе. Цеголов важен с точки зрения истории осетинской литературы как писатель, который первым стал пробовать себя в жанре крупной прозы. Вот первые опыты в жанре повести и романа принадлежат Цеголову в осетинской литературе. Почему роман — это то, до чего литература должна дорасти? Написал одну повесть, вторую соединил, почему так сложно? Ну вот не знаю почему, Мадина. Это сложные диалектические вопросы. Романы, они вызревают подспудно в филологическом сознании, опять-таки, народа, а не отдельного человека. Каким-то образом это связано. Сначала народ и нация становятся историческим народом или исторической нацией, да?
Ну да, всему свое время. Вот видите ли, как можно рассматривать произведение. Произведение как можно. Если мы говорим, если мы рассматриваем литературу как дерево, как мы уже сказали с вами, да, договорились, то произведение можно рассматривать как плоды на этом дереве. Но мы же не можем ожидать, допустим, ранней весной там красных яблок больших, правда? Ну вот надо подождать до осени, чтобы эти романы, как яблоки, были, созрели. И дерево должно тоже подрасти, чтобы начать плодоносить. Вот. Но это все как бы образы, но реально здесь что? Факт то, что каким-то неисповедимым образом литературное сознание — это организм саморазвивающийся. И пока он не прошел какие-то стадии, не переболел какими-то болезнями, он не может выдавать на гора большие произведения, крупные жанровые формы. Во-первых, для того, чтобы написать роман, уже должна быть другая творческая дисциплина. Во-вторых, нужно больше свободного времени. Это как минимум. Вот. Костан не имел ни одного, ни другого для того, чтобы написать роман. Вот. Его таланта, безусловно, хватило бы. Но обратите внимание, он ведь даже рассказы свои едва заканчивал. Такова была его жизнь, таковы были объективные условия, что ему приходилось больше писать статьи, он отдавался стихотворениям с большим удовольствием. А роман — это большая, методичная, многолетняя работа, долгий труд, долгий путь. У Куста этих возможностей не было. А вот у Цагулова уже каким-то образом появлялись. И вот он опыты предпринял, но опять-таки не закончил. Несколько повестей разных начинал и не закончил ни одну. Но уже очевидно, что это были зачатки больших форм, а не малых. Вот. А о рассказе Хитагурова «Предложение» говорят, что это отрывок романа. Вот это приключения, описанные в этом рассказе, вот, ну никак не тянет на фрагмент романа. Это небольшая притча, которая тут же как бы и решена. Все вопросы сняты. Да. Там нет романной перспективы никакой. А вот во всех произведениях Цагулова, город Мутноводск, значит, еще какие-то, там везде это дыхание большой жанровой формы уже ощущается. А вот у последователей Цагулова, в сущности его современников, просто немножко более молодых, уже мы видим законченные повести и даже романы. Вот такие, как, допустим, произведения Дзахо Гатуева, Ахмеда Цаликова. Вот, Ахмеда Цаликова роман «Брат на брата» о гражданской войне, написанный в эмиграции. Вот. Дзахо Гатуева прекрасные произведения, роман «Гагааул». Некоторые утверждают, что это повесть, мне кажется, что роман. Вот, повесть «Хроника» или документальная повесть «Делимхан». Вот. Это уже достаточно большие такие полотна с множеством героев, с законченной сюжетной линией. То есть это романы и произведения, которые совершенно закончены. Ханифа Батырбека Туганова. Вы назвали ее средневековой кавказской готикой. И упоминаете также о том, что это, у Туганова получилось наконец как бы вырваться из этнографических оков и вот просветительских идей в этом произведении, потому что всего этого там нет. И при этом вы говорите, что произведение достаточно одиозное, да, для своего времени. Заключается ли прогрессивность этого рассказа хотя бы в том, что как бы мотив, да, страсти, да, именно вот страсти по отношению к женщине, да, он как бы табуирован в осетинской культуре? Вот такого рода вы прогресс имеете в виду? Ну, может быть, я не совсем понимаю вас.
Он перешел от даты, он утратил самоконтроль, да еще и в какой обстановке, в склепе. Склеп. Дважды преступление. Ну, воспользовавшись, по сути, ее страхом, к тому же, ее доверием. в каком-то, Страхом, да. главное доверие. Да, главное доверие. Здесь очень хорошо описана именно внутренняя борьба Хангирея у Туганова. Пожалуй, повторяю, что так близко подобного рода страсти и феномена никто не рассматривал в Осетинской. И потом тоже долгое время никто не рассматривал. Вот. Он отважился на такой интересный эксперимент. Там есть некий психологический эксперимент. Вот. Пожалуй, одна из первых попыток проследить психологию героя и даже мгновенно его метаморфозы психические. Вот. Это новое слово в осетинской литературе. Вот я замечал в свое время, что одновременно с этим рассказом или даже 2 годами позже него появился в русской литературе рассказ «Бездна». Он тематически очень близок. Это почти, они рядом стоят, смежные произведения почти. Вот. Но при этом какой большой опыт был у русской литературы, прежде чем она вошла в эту глубину психическую. Вот. Таким крупным планом рассмотреть тонкие очень моменты и метаморфозы. А вот осетины даже без этого большого опыта уже как бы преуспели в этой частной задаче. Вот. Это интересно, мне кажется. Ну, в «Бездне», как я понимаю, все-таки раскрывается больше психологический образ жертв, да? А тут интересно и то, что Верное замечание. он рассказывает о психологическом мире, как бы получается, нападавшего, преступника. Верное замечание. Благодарю. Да. И в этом, наверное, даже в каком-то смысле больше, да, достижение именно в отношении. Ну да, ну то есть то, как чувствует себя жертва в этот момент, это понятно, и мы сочувствуем ей. Но сочувствовать преступнику это же сложнее. Конечно, да и вообще здесь, в этой конфигурации, жертва не может быть главным героем. Главный герой именно преступник. Уже потому, что он активным началом выступает. Да, жертва не может быть. В этом смысле жертва не может быть главным героем. Заху Гатуев, Зелимхан. В этой повести писатель обращается к теме Абрека Зелимхана, теме достаточно интересной в осетинской литературе. Почему он решил использовать именно этот мотив? И второе, каково место и значение этой повести в осетинской литературе? Тема обречества относится к таким знаковым темам всех горских литератур, так же, как и тема кровной мести. Горский обрек — это типологически предтеча кавказских революционеров. Да, это вот такой романтический разбойник, который при встрече с русским каким-нибудь Иваном, рабочим завода, обязательно эволюционирует в сторону марксизма, становится профессиональным революционером. На этом мотиве построено очень много, если не сказать большинство, произведений национальных горских литератур, которые вот были написаны в первые годы советской власти. Вот. Поэтому эта тема такая знаковая. Таким образом, обречество, о котором в имперские времена говорили с негативной коннотацией, советской литературой было воспринято как положительное явление и трактовано как прогрессивное явление. Вот. Одним из ярких самых обреков, о которых мы знаем в истории последнего времени, новейшей истории Кавказа, был Зелимхан Харачоевский. Зелимхан Гушмазукаев, чеченец по происхождению. О нем написано несколько произведений, в том числе несколько повестей. И в том числе есть повесть
его соплеменника Магомета Мамакаева, который тоже написал повесть «Вильям хан». А Магомед Мамакаев, чеченский писатель, был близким другом и учеником Захо Гатуева. Вот. Так что они вот оба эту тему раскрыли, каждый по-своему. Ну, первым, конечно, был Захо Гатуев. Собственно, и осетинская литература была несколько первее, чем другие горские литературы. После революции любой конфликт общественный нужно было все-таки рассматривать через призму классовой борьбы. И хотя осетинская литература, безусловно, уже к этому времени как бы выросла и по форме своей, конечно же, стала лучше, развитее, не получилось ли так, что вот эта призма советская, она сделала осетинскую литературу менее национальной? Безусловно, это так. Мадина, вот как это можно представлять? Вот смотрите, значит, была Осетия сама по себе, со своим осетинским родным языком. Вот. Пришел русский язык, стал одеждой для осетинской души, творческой, для творческой осетинской души, стал одеждой и материалом творчества. И вместе с этим русским языком пришла российская, имперская, в каком-то смысле, идеология. Потом произошла революция. Русский язык стал меняться, и он стал проводником новой идеологии. Безусловно, это еще одна надстройка идеологическая, еще одна идеологическая надстройка по отношению к субстрату, к национальному ядру. Советская тоже была надстройкой, советская идеология. Ну, так же, как имперская, да? Да. Конечно, она в каком-то смысле она серьезно оказывает влияние на развитие литературы и искусства. Но у нас нет оснований говорить, что влияние это было пагубным для литературы. Но я также не думаю, что оно было пагубным для осетин. Очевидно, многие так думают. Многие наши заслуженные люди считают, что вообще урбанистика, городские условия не способствуют развитию нашей культуры. Но они не способствуют развитию никакой культуры. Потому что культуру создают кочевники. Когда они садятся на месте чай пить, они уже строят цивилизацию, удобство. А культура — это не удобство. Культура — это нечто противоположное. Это прямо противоположное всем удобствам. Ну, то есть, по сути, культура и цивилизация, они как в разные стороны тянут. Ну да, ну благодаря этому, наверное, и звенит тетива, что вот тянут в разные стороны человеческое сердце, и вот оно поет. Красиво. Красивая аналогия. Какие советские и, может быть, современные осетинские произведения, ну, грубо скажем, вы бы посоветовали почитать? Ну, даже я затрудняюсь сказать. Я советовал бы читать вообще всех наших писателей. Я бы вот хотел обратить внимание на людей эпохи, поздней советской эпохи, которые еще тогда писали. Руслана Тотрова и Георгия Тидеева. Вот, пожалуй, это две такие крупные фигуры последнего времени в нашей осетинской, в нашей русскоязычной осетинской литературе. Я рекомендовал бы у Георгия Тидеева повесть «Черную жемчужину» почитать. У Руслана Тотрова «Дикая груша» о жизни нашего города, вот, тогда еще Орджоникидзе, советской эпохи. При этом вроде бы город, но там оживают такие сугубо национальные, яркие типы, хорошие. Ну вот, пожалуй, такая рекомендация. Спасибо вам большое, что пришли. Было очень интересно с вами говорить. Ну, будем надеяться, что будет интересно и нашим зрителям. Спасибо большое, Мадина. Я желаю вам и вашим зрителям всего самого-самого доброго.